Власти США запретили выдавать визы для членов Коммунистической партии и членов правительства Китая, которые причастны к притеснениям нацменьшинств. Тем временем казахстанцы обвиняют граждан Китая в избиении своего коллеги. 4 китайца били одного казаха лопатой. Это не первый случай издевательств. Сколько мы будем это терпеть? На защиту узбекской блогерши Нафасат Олошукуровой встали гражданские активисты со всех концов мира. Неделю назад власти Узбекистана принудительно поместили ее в психиатрическую лечебницу за ее гражданскую позицию. Нафасат является матерью 2 несовершеннолетних детей. У нас есть доказательства того, что Нафасат Олошукурова была избита. В Кыргызстане со дня на день объявят о создании новой провластной политической силы, а другая партия заявила о расколе и пойдет на предстоящие парламентские выборы 2 разными блоками. Парламент – это место, где уважаемые богатые люди согласуют и делят большую часть, почти все финансовые потоки в республике. Не участвовать там невозможно. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Несколько десятков казахстанских рабочих китайской компании City Construction вышли на митинг. Они требовали наказать иностранных коллег. По словам собравшихся, 7 октября несколько китайских сотрудников избили одного местного жителя, тоже работника этой компании. В то, что виновных накажут, возмущенные не верят. Шолпан Оразбекова разбирала ситуацию. Это видео в сети было распространено накануне. Мужчина в униформе в окружении коллег рассказывает об очередном конфликте между сотрудниками компании City Construction, которая расположена в Алматинской области. Инцидент произошел между гражданами 2 стран – Китая и Казахстана. По словам казахстанцев, 2 днями ранее 4 граждан Китая избили одного местного жителя. Говорят, подобный конфликт происходит не впервые, поэтому они намерены предпринять кардинальные меры. В честное расследование со стороны органов они мало верят. Мы просим помощи. Все наши жалобы не доходят. Мы работаем все в китайской компании City Construction. Несколько заявлений по поводу давления китайцев на казахов дальше районной полиции не идут. Мы просим рассказать об этом случае во всех СМИ. Мужчины также возмущены тем, что иностранных граждан никак не наказывают. Что бы они ни совершили, к ним никаких санкций не применяют. 4 китайца били одного казаха лопатой. Это не первый случай издевательств. Сколько мы будем это терпеть? Что бы они ни натворили, их уволят, а затем они возвращаются. Если бы их депортировали, тогда это было бы уроком для других иностранцев. Тогда бы этого инцидента не было бы. А минувшей ночью около 40 работников этой же компании собрались на территории базы. Митинг продолжился до тех пор, пока не приехали руководители районной администрации. Возмущенная толпа рассказала чиновникам о том, что давление со стороны иностранцев выражается и в условиях работы. Мы просили поднять нам зарплату, а они нам в ответ зарплату поднять не можем. Потому что приезжала Акимис Жансугурова и сказала, что на сахарном заводе не осталось рабочих. Все, мол, убежали сюда работать. Сказал, что не платил выше 150 тысяч тенге, а китайский простой рабочий получает здесь 500 тысяч. Произошедший случай в китайской компании ни в МВД, ни в мэрии Алматинской области комментировать не стали. Департамент полиции региона лишь распространил сообщение о том, что в драке участвовали не 4 граждан Китая, а 3. Они также опровергли и применение лопаты в драке. Сейчас это дело рассматривается в административном суде. В отношении 3 правонарушителей, являющихся иностранными гражданами, собран материал за умышленное причинение легкого вреда здоровью, а также в отношении 2 из них материал, предусматривающий ответственность за нарушение миграционного законодательства. О судьбе пострадавшего сотрудника пока ничего не известно. В полиции обещали прокомментировать ситуацию после решения суда. Между тем, пресс-служба областной администрации все же распространила сообщение, в котором говорится, что в целях недопущения антикитайских настроений рассматривается вопрос смены начальника вахтового городка гражданина КНР, а также обеспечения равноправных и должных условий труда для всех работников данной компании. Для этого сегодня на место конфликта направился премьер-министр Аскар Мамин. Шолпан Оразбекова, Павел Ангельгард. Настоящее время Азия, Казахстан. А тем временем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал перенимать опыт по цифровизации данных о гражданах у Китая. С таким заявлением глава страны выступил на совещании по развитию столицы. Токаев, в частности, рассказал о китайской компании Hikvision, штаб-квартиру, которую он посетил во время своего визита в Китай в сентябре. Он отметил, что правительство Казахстана уже сотрудничает с этой компанией. Токаев предложил использовать ее технологию, поскольку считает, что это мировая тенденция. Президент поставил задачу перед руководством столицы и правительством. У них, конечно, техника, далеко ушедшая вперед. Они оцифровали все основные города, причем оцифровали очень глубоко. Сейчас не буду объяснять, насколько глубоко, всем понятно. То есть нажимаешь на экран и входит цифра, вернее данные на того или иного человека, включая
буквально все. Когда он закончил институт, куда ходит в свободное время, какие кредиты имеет и так далее и тому подобное. Нам нужно идти в этом направлении. Китайская компания Hikvision, которую упоминал Токаев, внесена Министерством торговли США в черный список. В заявлении министерства говорится, что объекты санкций увлечены в кампании репрессий, массовых произвольных задержаний и высокотехнологичной слежки за уйгурами, казахами и другими группами представителей мусульманских меньшинств. Отмечу, заявление президента Токаева прозвучало на фоне усиления антикитайских настроений в Казахстане. Ну а власти США, в свою очередь, ввели запреты на выдачу виз для членов правительства Компартии Китая, которые причастны к нарушениям прав мусульман, коренных жителей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Ограничения могут также распространяться на членов их семей. О новых мерах Вашингтона против репрессивной политики Китая в Синьцзяне изданию Bloomberg сообщил Майк Помпео. Глава американского Госдепа призвал Пекин остановить репрессии в Синьцзяне, освободить задержанных и прекратить принуждать меньшинства, живущие за рубежом, вернуться в Китай, где их ждет неопределенная судьба. Запрет на выдачу виз последовал на следующий день после объявления Министерством торговли США санкций против 28 китайских государственных учреждений и частных фирм. Вашингтон считает их причастными к нарушению прав религиозных меньшинств в Синьцзяне. Среди компаний, на которые наложены санкции, есть технологические гиганты, производители систем видеонаблюдения, программ распознавания лиц и человеческого голоса, разработчики искусственного интеллекта. Внесение в специальный список Министерства торговли означает запрет на импорт этими компаниями американских технологий, за исключением случаев, когда это делается по специальному разрешению властей США. Я напомню, по данным властей США, в китайских лагерях политического перевоспитания сейчас находится более 1,5 миллиона уйгуров и других представителей мусульманских меньшинств. Узбекистанские гражданские активисты со всех концов мира мобилизуются для освобождения известной хорезмской блогерши Нафасат Алушукуровой. Неделю назад власти принудительно поместили ее в психоневрологический диспансер. Руководство хорезмского управления внутренних дел, в акции против которых Алушукурова участвовала, объявило блогершу больной с паническим расстройством. В соцсетях сейчас собирают подписи под обращением к президенту Шавкату Мирзиёеву. Люди требуют немедленно освободить Нафасат из психдиспансера. Акрам Абдукахор продолжит. Под обращением к Шавкату Мирзиёеву подписались уже более 500 человек. Главный месседж открытого обращения – Нафасат Алушукурова стала жертвой расправы над инакомыслящими людьми. Авторы указывают, что избранный в отношении блогерши советский метод принудительного психического лечения является ничем иным, как старым андроповским способом избавления от неугодных лиц. Сейчас никому не известно, в каком состоянии она находится. Единственный, кто смог повидать ее в хорезмском психдиспансере, это ее брат. И то ему было выделено слишком мало времени на встречу. Нафасат является матерью 2 несовершеннолетних детей. У нас есть доказательства того, что Нафасат Алушукурова была избита. Мы считаем, что все решения по поводу 10-дневного административного ареста и принудительного помещения блогерши в психоневрологический диспансер были приняты не то что хорезмскими чиновниками. Здесь были замешаны те, кто сидят в высоких кабинетах в Ташкенте. Случай с Нафасат Алушукуровой в посткаримовский период пока является первым фактом принудительного помещения гражданского активиста в психдиспансер. Правозащитники указывают, что в отношении блогерши власти грубо нарушили практически все существующие правовые нормы. Как в первом суде, так и во втором Нафасат Алушукурова была лишена адвокатской защиты и встречи с родственниками. Отправка на принудительное психоневрологическое лечение так и вовсе была произведена без проведения независимой медицинской экспертизы, как того требует закон. Власти Узбекистана должны немедленно освободить Нафасат Алушукурову и позволить всем журналистам свободно освещать события. Если Узбекистан хочет, чтобы мир поверил, что он серьезно относится к реформам, ему не следует прибегать к использованию тоталитарных практик, таких как принудительное заключение журналистов в психиатрическое отделение. Нафасат Алушукурова была задержана 23 сентября во время освещения пешего хода Махмуда Раджабова и его родственников в Ташкент. О намерении журналиста и его родных встретиться с главой МВД общественность узнала как раз благодаря прямым видеотрансляциям Алушукуровой в Фейсбуке. Махмуд Раджабов хотел пожаловаться главе МВД на беззаконие его подчиненных в Хорезмской области. 4 октября после истечения 10-дневного административного ареста Раджабов был освобожден.
С января по август этого года в родильных домах Самарканда скончались более 350 младенцев и 13 матерей. Эти данные были озвучены в ходе собрания в глав медучреждений с участием главы области. Коэффициент младенческой смертности в Самарканде самый высокий в Узбекистане – 6,4 промилле на 1000 живорожденных. По официальной статистике, более половины младенцев умерли от состояний, возникающих в перинатальном периоде. На совещании с главой области, главы медучреждений среди основных проблем роддомов, помимо их переполненности, назвали отсутствие там необходимых медикаментов, оборудования и элементарных бытовых условий. Глава обладминистрации Эркинджон Турдимов раскритиковал деятельность родильных комплексов, где были зафиксированы смерти матерей и младенцев. По итогам совещания были сняты с должностей несколько руководителей. По данным Государственной комиссии статистики Узбекистана, за первое полугодие число умерших детей в возрасте до 1 года по Узбекистану составило 3400 человек. Смотрите далее в нашей программе. В Кыргызстане со дня на день объявят о создании новой провластной политической силы, а другая партия заявила о расколе и пойдет на предстоящие парламентские выборы двумя разными блоками. Парламент – это место, где уважаемые богатые люди согласуют и делят большую часть, почти все финансовые потоки в республике. Не участвовать там невозможно. Рост экономики Таджикистана в 2020 году составит 7%. Такой прогноз опубликован на обновленном обзоре развития Азии Азиатского банка развития. Если рост экономики наблюдается в отдельных отраслях промышленности, то на уровень жизни населения это никак не влияет. Зато влияет инфляция, которая напрямую воздействует на уровень жизни населения. По прогнозу АБР она составит целых 8%. О чем говорит прогноз Азиатского банка развития и что это значит для таджикистанцев, выяснял Анушер Ванарипов. Цены практически на все в Таджикистане стабильно растут, а доходы населения за ними не поспевают. Не платить за коммунальные услуги люди не могут. Экономить остается только на питании и товарах не первой необходимости. Например, мясо выросло с начала года в цене на 20%, и таджикистанцы стали его покупать намного реже. То же самое с мукой. Сейчас на всем экономим. Мы же бюджетники. Нам на всем надо экономить. Раньше больше покупала, а сейчас меньше. Зарплаты такие же низкие. Я экономлю, выбираю, что подешевле купить. Сейчас я беру меньше мяса. В прошлом году брал на неделю 2 килограмма. Сейчас только 1. Зарплаты не растут, и покупательская способность населения падает. Но высокий уровень инфляции влияет не только на сиюминутные потребности, но и экономику в целом. Ценность сбережений населения уменьшается, финансовые ресурсы предприятий падают, производства сворачиваются. Чтобы этого не происходило, в первую очередь пора повысить зарплаты и стабилизировать подорожание товаров и услуг, считают местные эксперты. Например, не задирать цены на электроэнергию, которые выросли на 17% в сентябре этого года. Вы нигде не слышали, что в этом году повышается заработная плата бюджетников, учителей, врачей и так далее, пособия. С 1 сентября же каждый год повышали. И если так, естественно, инфляционные темпы будут расти. Для удержания уровня инфляции в рамках 7% в этом году власти страны предприняли ряд мер. Их же, скорее всего, будут использовать и в 2020-м. Но в Азиатском банке считают, что правительство Таджикистана использует не все инструменты для замедления темпов роста инфляции. И если они не хотят допустить ее роста, нужно действовать более комплексно. В правительстве должны управлять фискальной и монетарной политикой так, чтобы стабилизировать экономику. Это включает в том числе и те меры, которые принимали власти в этом году. Например, уменьшение влияния на экономику денежных переводов мигрантов, привлечение инвестиций в экономику. У властей много доступных инструментов. Также в Азиатском банке спрогнозировали рост ВВП Таджикистана на уровне в 7%. Показатели нормальные, но все зависит от качества экономического роста. Он должен быть всесторонним. Это и развитие частного сектора, и промышленности, и сферы услуг, и многое другое. В стране развитие идет в довольно узких рамках. В этом году, к примеру, первые 6 месяцев экономический рост составлял 7,5%. Большая часть показателей роста приходилась на увеличение выработки электричества. В то же время производство снизилось, сельское хозяйство также не развивалось. Но это меняется с каждым годом. Экономический рост за счет производства электричества считается качественным приростом экономики. Но все еще очень многое можно сделать для повышения качества роста.
Прогнозы Азиатского банка по росту ВВП в 2020 году основываются на ожидаемом снижении капитальных расходов, росте денежных переводов, увеличении экспорта за счет дополнительной выработки электроэнергии и улучшении экономических отношений с соседними странами. Негативные риски связаны со слабым балансом некоторых банков и нескольких крупных государственных предприятий. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Одна из крупных партий Кыргызстана заявила о расколе. Республика Атаджурт, которая имеет собственную фракцию в парламенте, пойдет на выборы двумя отдельными блоками. Лидер партии, бывший премьер Умирбек Бабанов, сейчас проходит свидетелем сразу по нескольким уголовным делам. Даже сами депутаты партии признают, Республика Атаджурт, которая 2 года подряд проходила в парламент, растеряла свой электорат. Небольшие шансы на победу и у других крупных партий, считают эксперты. Почему эти выборы пройдут по другому сценарию, узнавала Джибек Бегалиева. До следующих парламентских выборов остается ровно год. Но разговоры об этом идут уже сейчас не только потому, что пройти они могут раньше времени, но и потому, что предсказать их результаты крайне сложно. Эти выборы крайне важны, потому что у нас получается та уникальная ситуация, ее не было по предыдущих президентах, когда, скажем так, к 2020-2022 году этот парламент может остаться единственным легитимным органом власти. Потому что президент уходит или не уходит, или этот парламент должен будет объявить референдум. Или, скажем так, или народный референдум, или этот парламент, скажем так, через него будет потаскиваться расширение полномочий. В любом случае, какой-то период он будет очень значимым. В самом парламенте давно говорят, подготовка к выборам уже началась. И вполне возможно, что крупные партии, которые 2 созыва подряд набирали больше всего мандатов, теперь уже не будут в фаворитах. С учетом того, что сейчас нету партии СДБК, да, как бы она и есть, но электорат его полностью потерян, и в том числе и что касается партии Республика Атаджурт, она тоже как бы, понятное дело, что республика отдельно идет, понятное дело, что Атаджурт он пойдет отдельно, и, соответственно, все эти электораты он разделен. И такого, если мы в предыдущих выборах видели, что есть партия, которая полностью поддерживала власть, то сейчас такой вот партии нету. Но для следующего созыва, рассказал депутат власти, готовят свою собственную партию. Предложения вступить в нее уже поступили некоторым коллегам Маматалиева. Партия Республика Атаджурт, в которой состоит сам молодой парламентарий, раскололась на 2 части. Ее лидер Умирбек Бабанов заявил о своем уходе из политики. Бывший премьер сейчас проходит свидетелем сразу по 8 уголовным делам. И в той партии, от которой мы приходили, это Республика Атаджурт, она уже разделена. Может быть, юридически еще нет, но фактически она как бы не существует. Осталась только фракция. Политолог Денис Бердаков считает, что партию власти презентуют уже в ближайшие дни. Парламент – это место, где уважаемые богатые люди согласуют и делят большую часть, почти все финансовые потоки в республике. Не участвовать там невозможно. Иначе ты довольно быстро вытекаешь из, скажем так, системы. По закону выборы в законодательный орган должны быть назначены на осень следующего года. Но все чаще и чаще звучат мнения о том, что они пройдут уже этой весной. Ситуация на дорогах Туркменистана изменилась в лучшую сторону. Жители страны связывают это со сменой руководства в МВД. Как пишет издание Turkmen.news, резко сократилось количество работников дорожной полиции, а сами сотрудники меньше задерживают автомобилистов и не отправляют их в управление объясняться по любому поводу. По словам источника издания, сейчас с полицейскими уже можно просто разговаривать, не боясь, что машину заберут без веских причин. При этом договориться с помощью денег стало проблематично. Впрочем, по мнению респондента сайта, улучшение ситуации на дорогах – явление временное. Сейчас дорожной полиции Туркменистана массово увольняют сотрудников, поэтому они стараются работать ответственно, чтобы не потерять работу. Тем не менее, на прошедшем совещании в центральном аппарате МВД руководителям было дано поручение не создавать людям проблем и не гнобить их на пустом месте. Я напомню, на прошлой неделе президент Гурбангулы Бердумухамедов уволил министра внутренних дел Искендера Муликова и выгнал его из зала заседания. Это произошло после того, как генеральный прокурор Батыр Аддаев рассказал о злоупотреблениях Муликова. Бывшего министра разжаловали до майора и лишили всех госнаград. Вместо Муликова назначили Мамедхана Чакыева. В Узбекистане никах, свадебный обряд без регистрации в ЗАГСе, в скором времени может наказываться уголовно. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал имамов не совершать обряд для вторых жен.
Как рассказала замглавы Самаркандской области, глава областного комитета женщин Гавхар Алимова, за проведение обряда бракосочетания по мусульманским канонам без регистрации в государственных учреждениях будет предусмотрено уголовное наказание. В настоящее время в стране разрабатываются поправки в законодательство, которые предусматривают наказание для имамов. По информации узбекистанских СМИ, в стране в этом году официальную регистрацию брака прошли 33 тысячи пар, из которых 12 150 семей живут по законам шариата. В одной только Самаркандской области в этом году зафиксировано 2500 пар, которые жили без регистрации. Из них 2300 узаконили свои отношения. В Таджикистане по закону никак не избавляет супругов от необходимости идти в ЗАГС. Правда, этим правилам зачастую пренебрегают, особенно любители полигамных браков, которые через обряд узаконивают свои отношения со второй и даже третьей женой. А вот в Кыргызстане никах проводят только по паспортам. Такая мера должна позволить защитить права женщин и детей. Российская Федерация сокращает срок прохождения упрощенной процедуры получения российского гражданства для квалифицированных специалистов с 3 до 1 года. В перечне вместо 74 специальностей теперь 135 – врачи, работники сельского хозяйства и педагоги. Как это скажется на дальнейшей трудовой миграции в Россию, узнавал Муса Казаков. Ускоренно получить российское гражданство – хороший стимул для миграции в Россию квалифицированных специалистов, считает врач-андролог Абдулла Давлатов. Сам он эмигрировал в 1992 году из Таджикистана и давно имеет российское гражданство. Разница в заработке врачей России и Таджикистана огромна. Из-за этого многие специалисты и покидают родину, а получение гражданства послужит дополнительным стимулом. Тем более отказываться от гражданства Таджикистана не придется, ввиду двустороннего соглашения стран. Вот я по своим знакомым знаю, что, допустим, 10-кратно, даже больше зарплаты, да, там, даже больше, даже от $1500 некоторых получают врачи, а там где-то, насколько я знаю, $150, $200, вот так. Это большая разница. Врач уверен, что утечка специалистов, в частности из Таджикистана, вызвана не только финансовой привлекательностью России, но и несовершенством самой системы здравоохранения Таджикистана. Хотя и в России медиков ждут определенные трудности, но вполне преодолимые, считает Абдулла Давлатов. Как приезжают, они должны будут обязательно пройти процесс сертификации, получить сертификат специалиста, чтобы могли работать по своей специальности. Вот на этом этапе тут есть, сейчас очень строго соблюдаются требования законодательства по именно получение сертификата. Поправка к федеральному закону о процедуре получения упрощенного гражданства квалифицированных специалистов вступила в силу 2 октября этого года. Теперь российское гражданство можно получить, минуя длительные процедуры получения разрешения на временное проживание и вида на жительство. Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Это касается тех, кто осуществляет не менее 1 года до дня обращения с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации, трудовую деятельность в Российской Федерации по профессии, специальности, должности, включенной в установленный перечень профессий. Подобная политика в отношении иностранных граждан неудивительна, особенно на фоне прогнозов Министерства экономического развития, в котором говорится, что естественная убыль населения России сохранится до 2023 года, и демографическую дыру будут закрывать как раз мигранты. Но в целом ситуация с количеством приезжающих трудовых мигрантов не сильно изменится в сравнении с сегодняшним днем, считают эксперты. Естественно, что миграция навряд ли в Российскую Федерацию превратится. Основной поток все-таки будет идти из стран постсоветского пространства, и в первую очередь из стран Центральной Азии. Естественно, что необходимы трудовые ресурсы в России, на российском рынке труда. В общем-то, нужны не просто трудовые мигранты, а нужны люди с определенными специальностями. Насколько на самом деле эта поправка повлияет на приток специалистов и демографическую ситуацию в стране, говорить сейчас преждевременно. Муса Казаков специально для программы «Настоящее время. Азия. Россия. Москва». Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Всего доброго, до встречи. Эйка – главный инструмент, при помощи которого он фотографировал музыкантов. Французский фотограф Гили Кирек прославился умением переносить джаз в изображение. Я много фотографирую, потому что боюсь пропустить что-то важное. Я концентрируюсь на языке тела, на жестах, на движениях.
на том, как люди располагаются в пространстве, на том, что они делают. В конце нулевых государство все чаще стало обращать внимание на лидера Рунета, компанию Яндекс. Особенно власти не давали покоя Яндекс Новости. Ты один раз нагнулся, все, ты потом не разогнешься. Яндекс там тоже будет все так просто. Чего они могут, чего не могут, это у них надо спросить. Новости создавались при помощи алгоритма, то есть генерировались автоматически. Кремль никогда не позволит